Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Обзор экскаватора Kubota КХ-027. Сейчас постепенно о нем все расскажу и покажу. Соответственно, металлические гусеницы, думаю, изначально вы это знали уже. Ковш достаточно большой, думаю, что в районе где-то 0,1 куба может быть, либо 0,08. Ну, хороший по размерам, соответственно, не такой, как на стандартных мини-экскаваторах. Сразу покажу недочеты. Есть небольшие недочеты у нас по гидроцилиндрам. То есть вот у нас линия, где край заходит гидроцилиндра. И есть небольшая потертость, но шероховатость. Но ничего такого. Масла, соответственно, вроде как на этом месте нет, не пропускает. То же самое по этому гидроцилиндру. На самом краешке есть 2 пятнышка, 3, которые каким-то образом здесь образовались. В остальном по гидролиниям все нормально, сухо, живо. Шланги все японские, достаточно мягкие, эластичные, то есть никаких проблем. Ну, видим, опять же, Якогама. Все здесь, видимо, обслуживалось, следилось за состоянием. Здесь гидроцилиндр, состояние лучше. Есть буквально несколько точек на самом краю. Ну, соответственно, не захватывается при работе эта часть. Гидроцилиндр на отвале в хорошем состоянии. Вот по гусянкам, думаю, никаких особо вопросов нет. В дальнейшем еще, надеюсь, отожмемся и покажем, как она работает непосредственно на весу. По кузову есть, конечно, вопросы именно по коррозии. То есть, для примера, здесь вот у нас крышка подгнила капота, здесь вот боковинка подгнила. Ну, в общем и целом, есть такие вот замечания по коррозии. С этой стороны вроде целая. Так, теперь под капотом. Под капотом у нас трехцилиндровый двигатель Kubota, естественно, на механическом ТНВД, на водяном охлаждении. Вот так вот все это выглядит, аккумулятор. Смотрите капот снизу. Вот то, о чем я говорил, сгнившая насквозь. Здесь уголочек. Ну и есть, конечно, есть, к сожалению, коррозия. Скрывать этого, опять же, нет смысла. То есть состояние экскаватора рабочее, все хорошо, но коррозия, к сожалению, эти защелочки, это как бы работает, защелкивается все, но коррозия имеет место быть, ничего здесь не поделать с этим. Давайте пробовать запускать экскаватор, проедем на нем немного, ну и, соответственно, отожмемся, подождем, пока подпрогреется. Сиденье родное. Ну и, соответственно, механическое управление, рычаги, все это механика. Наработка у нас здесь указана 2106 моточасов. Естественно, с Японии оригинальной, никто ничего не крутил. Так, запускать. Свечи греются у нас налево. Ну и, соответственно, направо будет запуск. Вот, собственно, весь запуск. Здесь, я думаю, слышно, что мотор работает очень и очень тихо. Ну и достаточно ровно, то есть вообще никаких вопросов по этому поводу. Работает мотор прямо достаточно завидно, я бы даже сказал. Так. Ничего, мы здесь не цепляем. Давайте чуть выйдем. Плавно нужно приподнять. Соответственно, как-то так это все работает.
теперь можно пытаться отжиматься. Без проблем он это делает. Соответственно, то же самое сейчас попробуем сделать на отвале. Также абсолютно без вопросов на максимальный вылет гидроцилиндра отжались. Поедем. Так, развернемся и сейчас полностью его отожмем. Именно на эта сторона есть. И отвал также есть. Соответственно, теперь экскаватор у нас полностью висит. Давайте посмотрим. Как при этом будут работать гусеницы. В принципе, ничего критичного здесь нет. Натянуты гусеницы достаточно хорошо. Но есть, конечно, небольшое провисание. Но я думаю, это можно будет поправить уже непосредственно. Хотя бы при наличии обслуживания должного экскаватора. Правая гусеница, точнее левая, натянута вообще максимально практически, то есть в ролике упирается. Ну, здесь, соответственно, я думаю, вопросов никаких нет. Дальше вот экскаватор стоит спокойненько, гидравлика, естественно, давление держит, поэтому здесь все без вопросов. Давайте потихоньку опускать. Все, естественно, аккуратненько опускается, ставится на место. Такой экскаватор, напомню, Kubota KH027, полноповоротный, 3 тонны собственного веса у него. Глубина копания должна быть в районе 250-270 сантиметров, поэтому 3 метра, конечно, не выкопает, но близко к этому. Нужно, конечно, смазать бортовую левую, вот эту, и поскрипит она достаточно хорошо. Но опять же, без нареканий при этом работает. В принципе, весь обзор экскаватора достаточно целенький по гидравлике, по механике, все отлично. Ну, есть, естественно, вопросы по, как я говорил, по коррозии. Но, в принципе, это ничего критичного. То есть здесь у нас все, я надеюсь, видно сейчас, здесь все целое. Никаких последствий, там, гниения, ржавчины и так далее, ничего нет. Здесь также все целое. Ну, единственная проблема — это у нас по капоту. Поэтому вот такой экскаватор глушится газом. Кстати, нужно запустить еще разочек, попробовать на горячую уже. Ну вот, собственно, я думаю,
здесь также вопросов не будет. Поэтому Kubota KH 027. Всего доброго. Прогресс авто.